У молодого джигита Адамура есть невеста Айша. Далеко разнеслась слава о ее красоте и обаянии. Был у Адамура младший брат, 20-летний Шахар. Как и Адамур, Шахар стал лихим и отважным джигитом. Но сердце его опалила красота невесты брата. Если бы не Адамур, кто бы мог сравниться с Шахаром? Разве не лучший в округе жених? Но брат, статный Адамур, встал соперником на пути, и Шахару оставалось только тайно вздыхать по Айше. Об этом повествует новелла Михаила Лакарба «Осечка», по которой студент кафедры режиссуры Северо-Кавказского государственного института искусств Денис Авицба снял фильм. Эта работа принесла молодому режиссеру победу в номинации «Лучшая продюсерская работа». Денис Авицба также получил спецприз от партнера киномарафона онлайн-кинотеатра «Иви». Сежеги хланзат талит. Хаджгизел газо. Хаиша лагзар саратастуха. Этот фильм был снят летом прошлого года. Почему именно Михаила Кирбая? На самом деле это такая моя давняя мечта. Я с детства читал и любил Лакербая. И как раз «Осечка» очень сильно запомнилась мне. Я очень люблю эту новеллу. И как-то особо и мысли не было, что вот какую-то другую взять. Вот. Я думал о «Ведьме» на самом деле, но «Ведьму» реализовать в масштабах Нальчика было немножко посложнее, поэтому я подумал, что лучше всего это сделать «Осечку». Снялась эта работа не в Абхазии, потому что времени не было, я не успевал. Пришлось снять ее в Кабардино-Балкарии. Сняли мы ее вместе с моим хорошим другом, сопродюсером моим, Ильей Юсуповым, и будучи главным актером в этой же работе, он сыграл Шахара. Сняли мы работу суммарно за 3 дня, за очень экстренные сроки. Где-то в холодных горах прозвучит роковой звук осечки, разделивший братьев. Так одним предложением можно описать этот фильм. Ведь всему причина любовь. Она порой может стать пропастью, в которую летят все постулаты. Исм Шахар. Рябджер. Уаккухар пихо. Уруты. Эйпш. Ибамгу. Фильм молодого режиссера Дениса Авицба длится 6 минут и снят он на абхазском языке с русскими субтитрами. Съемки фильма проходили в Кабардино-Балкарии. И когда я слышал абхазскую речь на съемочной площадке, меня это возвращало домой, говорит Денис. Во время реализации проекта вообще мы как студенты одного института, мы по новой всплотились, и для нас это очередной опыт, на самом деле, хороший опыт. И под абхазское влияние вот так мы все попали. То есть мы там разговаривали, я разговаривал на абхазском в основном с ними, и картина сама была снята на абхазском, и актеры наши разговаривали на абхазском языке. То есть кабардинцы, которые не могли разговаривать на нашем языке, я их подгонял, заставлял выговаривать, учить. И это было очень интересно, когда на съемочной площадке я понимал, что я сейчас не дома, но я слушаю абхазскую речь, и мне это прям возвращало домой. Очень приятное чувство на самом деле было. Киномарафон дал возможность получить новые знания, которые в будущем понадобятся для реализации своих проектов, отмечает Денис. Этот киномарафон собрал множество студентов со множества институтов с разных регионов нашей страны. Поддержку кинематографа молодого, регионального. И у нас были очень интересные мастер-классы, посвященные продюсерству, кинооператорству, режиссуре как таковой. И на самом деле этот киномарафон дал огромное количество знаний, которое понадобится региональным режиссерам, молодым региональным режиссерам для реализации своих проектов.
Работу в Москве оценили очень хорошо, ведь по-другому и не могло быть, поскольку фильм «Осечка» получился емким, простым и в то же время глубоким по содержанию. Собственно, как и все новеллы Михаила Лакарба, где в коротких, основанных на традициях и культуре народа историях раскрываются истинные качества людей. Лаура Капш, Абхазское телевидение.